специальной военной операции поддержка военнослужащих, мобилизованных и членов их семей являлась одним из главных направлений социальной политики в регионах страны. Как отмечают многие эксперты, Якутия провела масштабную работу, несмотря на все существующие трудности. О том, как регион реагирует на новые вызовы, мы поговорили с заместителем председателя правительства республики Ольгой Балабкиной. С первых же буквально дней специальной военной операции начались беспрецедентные меры поддержки военнослужащим. Вот расскажите, какие на сегодняшний день существуют меры и, самое главное, какой объем средств на эти меры поддержки был заложен? Действительно, с момента объявления специальной военной операции в Республике Саха-Якутия были созданы соответствующие штабы. Прежде всего, это штабы, которые были направлены на поддержку лиц, которые являются беженцами. Мы развернули практически 3 пункта временного размещения, в которых приняли, непосредственно беженцев на территории республики. В полном объеме практически обеспечили их как местом проживания, так и, соответственно, местами работы и возможными социальными теми льготами и пособиями, которые есть на территории республики в полном объеме. А вторым моментом являлось создание плана, направленного на, прежде всего, как будут реагировать наши социальные учреждения на возвращение и на работу с семьями и, соответственно, наших военнослужащих. Прежде всего, вначале мы работали по направлению контрактников и добровольцев. С момента же объявления частичной мобилизации уже были приняты действительно беспрецедентные меры указом главы Республики Саха-Якутия по поддержке наших частично мобилизованных. В отличие от других субъектов, несмотря на достаточно сложный процесс, а он осуществлялся практически 2 месяца из-за длительной сверки списков, была оказана материальная помощь в размере 200 тысяч на член семьи, который написал заявление, был определенный график составлен, был налажен механизм, прежде всего, единого окна, и выступил многофункциональный центр, в который непосредственно одно единое заявление все и подавали. Кроме этого, граждане у нас не собирали никаких бумаг, никаких документов. Все документы мы затем собирали самостоятельно, наши органы государственной власти. К мерам отнеслись меры, направленные на помощь в образовательном процессе и медицинской организации, помощи именно для семей военнослужащих. К помощи же подключились и волонтеры, вот когда, допустим, они начали оказывать адресную помощь, буквально там от колки дров до подвоза, отвоза снега, уборки территории. Это же тоже важная часть. Да, это очень важно, потому что глава поставила задачу, чтобы помощь непосредственно дошла до каждой семьи. Выполнить эту задачу мы смогли посредством того, что определили основными людьми, которые объединяют вокруг себя всех и знают все, это заместители глав по социальным вопросам. И буквально ввели через телеграм-группы и ведем дальше через телеграм-группы по каждой проблеме. Проблемы, которые возникают у военнослужащих и у их семей. И вот это вот объединение, оно сегодня там порядка 6 тысяч у нас в группах сегодня, да, жен, матерей, которым мы оказываем поддержку и видим пронизывающую, как поддержка оказывается. А мы какую задачу ставили главы? Да, для того, чтобы, вот как есть понятие, одно рукопожатие. То есть вот до главы республики для решения проблем мам и жен, для обеспечения крепкого тыла одно рукопожатие. То есть практически каждую неделю мы докладываем о проблемах, которые есть. Если мы сами не в состоянии решить, то, соответственно, нам помогает глава. Работа в целом комплексная? Абсолютно. Ну, конечно, работа однозначно комплексная. Глава регулярно, самостоятельно, сам встречается с нами, мы докладываем о ситуациях. Возникают некие проблемы, да, их озвучивают наши советы матерей. Огромная благодарность им и тем мамам, которые вместе с нами, да, или мы вместе с ними, да, всю эту ситуацию переживаем, помогаем им ее прожить. И, соответственно, в целом их работа, например, да, тех нашего именно активных мам, женщин, она направлена на то, чтобы нам подсказать. Я предлагаю заключительный вопрос посвятить именно реабилитации тех, кто возвращается с линии соприкосновения. Как она проходит? Во-первых, реабилитация проходит для понимания, да, а если раненые,
то, соответственно, раненые попадают вначале в военно-сортировочный госпиталь. А наши специалисты-медики там есть, мы сразу начинаем вести либо на волонтерской помощи, либо на помощь в качестве работников там, конкретно в этом госпитале. После этого они распределяются по госпиталям, могут оказаться в госпиталях Архангельска, Екатеринбурга. Там тоже все установлены контакты. После проведения реабилитации, в зависимости от того, значит, какой будет статус военнослужащего, да, кто-то, соответственно, должен вернуться в часть для того, чтобы быть демобилизован по, например, ранениям или иным позициям. Кто-то же непосредственно возвращается вновь в, соответственно, воинскую часть. Здесь в Якутии мы тоже для тех, кто уже вернулся окончательно, у кого закончены сроки контрактов, организовали реабилитацию по 3 направлениям. Реабилитация для семей, членов семей проходит на базе учреждений Министерства труда Республики. Реабилитация медицинская на базе наших республиканских больниц. У нас есть прекрасный центр, который, соответственно, значит, работает сегодня в этом направлении, центр реабилитации. И также осуществляем реабилитацию психологическую на базе центра психологической поддержки. Такой наш опыт был примером на площадке Агентства стратегических инициатив. Там было 2 таких опыта. Опыт наш и Бурятии. Каждый из нас друг друга дополнил. И, соответственно, в России идет все вместе.